Телеканал «Якутия-24» продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии с вами Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Ковид наступает. В Якутии усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Какие пункты обозначены в указе? Сезон завершается. Установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов. Какие объявлены даты? Проект готов и прошел госэкспертизу. Благоустроенный сквер для отдыха и занятия спортом появится в Нью-Еленского района. Поддержка предпринимателей. Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым бесплатно сделать фотоконтент для своей продукции. Встреча с писателем. Российский историк, автор книги «Зимняя дорога» Леонид Юзефович побеседовал в Якутске с читателями и писателями республики. В Якутии усилены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня. Согласно новому указу, на территории республики запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, также просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового скопления граждан. При этом учреждения культуры продолжают работать по репертуарному плану, музеи, выставочные залы, иные организации для посещения граждан, объекты спорта для населения продолжают работать при соблюдении всех профилактических мер масочного режима и социальной дистанции. Ну а за последние сутки по республике выявлено 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Данные на ваших экранах. Из этого числа в Якутске 127 заболевших за сутки, в Амгинском районе 9, в Вилюйском и Хангаласском районах по 8, 6 заболевших в Татинском районе, в Мирнинском и Намском по 5 случаев. Ну и еще в 19 районах республики зафиксировано от 1 до 4 заболевших за день. Срок действия упрощенного порядка оформления справок по инвалидности продлили до 1 марта 2022 года. Такое постановление правительства уже вступило в силу. Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта следующего года. Выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет будут зачисляться только на карту МИР. Напомним, ежемесячные пособия могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. К другим новостям, более 25 тысяч человек было привлечено на тушение пожаров в этом сезоне. Об этом в ходе совещания об итогах пожароопасного сезона 2021 года сообщил глава республики Айсен Николаев. По данным, всего за сезон удалось потушить 535 пожаров на общей площади свыше 3 миллионов гектаров. При этом, как подчеркнул глава республики, подготовка к следующему сезону должна начаться уже сегодня. Для этого необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу, увеличить численность сотрудников ведомственных организаций и многое другое. Кроме того, по предварительным данным, средства, выделяемые на противопожарные мероприятия, будут кратно увеличиваться. Если, например, в этом году изначально бюджет на эти меры составлял 200 миллионов рублей, то в следующем году сумма возрастет до почти 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, очень важно будет сейчас подвести рассмотрение по линии надзорной деятельности, в чем причина возникновения лесных пожаров. Но предварительно, я так понимаю, что 94% это сухие грозы. Но при этом 6% это все-таки те причины, которые или не выяснены, или где есть прямая роль человека. Здесь, конечно, необходимо нам, коллеги, тоже будут подтягиваться. Дополнительные 150 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на ремонт автодорог в Якутии. По решению региональных властей финансовые средства направлены
на приведение в нормативное состояние автодорог в Мегино-Кангаласском и Тампонском районах. Сегодня благодаря федеральной поддержке ведутся ремонтные работы на автодорогах Майя-Тюнгюлю, Барагонцы в Мегино-Кангаласском районе. Стоимость объекта протяженностью почти в 5,5 километров составила порядка 40 миллионов рублей. Еще один объект на автодороге Яна в Тампонском районе на ремонт этой дороги протяженностью в 7,5 километров выделено порядка 111 миллионов рублей. Работы по участкам автодорог Мюрю и Яна планируется завершить до 25 декабря текущего года. Установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам на территории республики. С 1 октября таким образом закрывается навигация в Анабарском, Верхоянском, Оленёкском, Устьянском и Венобытантайском улусах. С 4 октября в Абыйском, Алайховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском, Аймеконском улусах. Ну а с 11 октября закрывается в остальных районах республики, в городе Якутске, в поселке Жатай. Подробную информацию вы видите сейчас на ваших экранах. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Коллектив подземного рудника «Удачный» гордится своими профессионалами. Средний возраст работников 40 лет. Кто-то трудится в «Алроса» не один десяток лет, кто-то совсем недавно переступил порог этой крупнейшей компании в России. Но уже сейчас гордятся тем, что стали работниками «Алроса». Об одном из таких специалистов смотрите в сюжете из Мирнинского района. Сердце предприятия – так называют энергетический комплекс рудника имени Федора Андреева. Энергетики знают, когда и сколько подать в шахту необходимого воздуха, как обеспечить стабильную работу всего оборудования. Руководит этой службой Сергей Моисеев. Он в «Алроса» всего полгода, но уже гордится, что трудится именно здесь. Компания мощная, развивается. Оборудование, которое здесь применяется, и техника. Я за 30 лет работы в промышленности, угольной промышленности, приехал я из Донбасса. Я такой техники даже не подозревал, что она может быть. 30 лет связывают Сергея с этой профессией. На первый взгляд опасная и скучная работа стала для него смыслом жизни. Считает, что трудовые будни отличаются друг от друга. Каждый день узнает что-то новое. С интересом рассказывает начинающим сотрудникам об устройствах энергетического комплекса и как действовать в случае непредвиденных ситуаций. Если тут у тебя не светится, пропало напряжение, ты запускаешь аварийный источник питания, тебе необходимо, во-первых, эту ячейку выключить и выкатить, но не заземлять. Спокойный, рассудительный, внимательный. Коллеги всегда следуют его советам. Ну а если что-то пошло не так, вместе решают проблемы. Получается, с Сергеем работаем недавно, но уже сработались. Специалист он хороший, компетентный. Если что-то не так, он всегда объяснит и поможет. К коллегам к нам относятся уважительно. Сергей считает, стать профессионалом в этой области может не каждый. Больше она подходит меланхоликам. Именно с этим типом характера человек способен адекватно и правильно действовать в непредвиденных ситуациях. Таков и сам Сергей Моисеев. Немногословный, отвечает на вопросы коротко, четко раздает задания и спокойно, а самое главное – грамотно руководит всем процессом. Олеся Васева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». В Нерингре состоялось заседание Нерингринской территориальной избирательной комиссии, где зарегистрированы вновь избранные глава и депутаты Совета поселка Чульман. Все подробности у Ирины Кичигиной. По результатам выборов, состоявшихся в сентябре этого года, вновь избранным главой поселка Чульман стал Сталик Дерягин, возглавлявший поселок в предыдущем сроке. Проверив соблюдение закона Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах, после официального опубликования общих результатов выборов Нерингринской территориальной избирательной комиссией принято решение зарегистрировать Сталика Дерягина главой городского поселения поселок Чульман и вручить ему удостоверение об избрании. Мы буквально 5 лет будем вместе с вами не работать, мы с вами будем пахать. Впереди очень реально сложная, но очень интересная работа во благо поселения, для поселка Чульман, для наших всех жителей.
Кроме главы, жители Чульмана выбрали 15 депутатов поселкового совета 5-го созыва по 4 многомандатным избирательным округам. 2 из них из предыдущего созыва и 13 избранных впервые. Им также были вручены удостоверения об избрании. Спасибо еще раз нашим гражданам поселка Чульман, нашим сельчанам за тот кредит доверия, который они нам предоставили еще на 5 лет работы. Чтобы мы были их руками, глазами, ушами, мыслями и, конечно же, делами во благо нашего маленького, но уютного поселка. На заседании прозвучали поздравления от руководства района и города, председателя районного совета депутатов и глав поселений. А после обеда в поселке Чульман состоялось первое заседание нового состава поселкового совета, где на повестку дня были поставлены вопросы об избрании председателя Чульманского совета депутатов 5-го созыва, его заместителя и распределении депутатов по комиссиям. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Первую в стране коммерческую сеть 5G Ready построили на месторождении Нежданинское в Тампонском районе. В беспроводную сеть интегрировали различные производственные системы, диспетчеризация открытых горных работ, позиционирование и управление экскаваторами, буровыми станками, системами мониторинга удаленного оборудования. На следующих этапах проекта на месторождении планируют реализовать систему диспетчерской радиосвязи поверх развернутой сети LTE и интегрировать ее с внутренней телефонной сетью предприятия. Развитие агропромышленного комплекса столицы республики обсудили руководители хозяйств на очередном заседании Координационного совета. Сейчас на территории городского округа функционируют 2 крупных хозяйства. Это в поселке Мархая-Катуймада и Багарах в Хатасском Наслеге. Они занимаются разведением крупного рогатого скота. Также работают более 80 крестьянско-фермерских хозяйств. Финансирование городского сельского хозяйства в этом году составляет более 100 миллионов рублей. На сегодня план по заготовке сена выполнен на 97%, собрано 11 тысяч тонн картофеля и 5 тысяч тонн овощей. Тем временем материальная база этих хозяйств устарела. Как озвучили на заседании, у фермеров нет возможности участвовать на федеральных конкурсах «Агростартап» и «Семейный фермер». Из-за этого они не могут получить необходимые гранты и субсидии. Есть проблема в том, что город Якутск является столицей субъекта Российской Федерации. В связи с этим не подпадает под программное обеспечение Российской Федерации, такие как семейный фермер, молодой фермер, агростартап. Соответственно, необходимо предусмотрение средств, техника дорогая, поэтому ставится такой вопрос. Второй, это самый насущный вопрос, это оформление земельных участков, на которых они ведут свою хозяйственную деятельность. Сегодня территория города небольшая, люди расширяются, в связи с этим необходимо оформление надлежащим образом земельных участков для их использования. В Нерюнгринском районе выявлен очередной факт фиктивной регистрации граждан по месту пребывания. Так, 38-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире 5 человек, не являющихся гражданами Российской Федерации. Фактически они не проживали по месту этой регистрации. Правоохранительные органы напоминают, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым бесплатно сделать фотоконтент своей продукции. Это одна из многих мер поддержки, которую с лета этого года Центр оказывает всем желающим предпринимателям. Продолжит Саргалана Неустроева. Свой небольшой цех по производству кондитерских изделий Чита Артемьевых открыла 2 года назад. Пандемию пережили спокойно. Свою продукцию они реализуют в сети Instagram. Однако продвижением бизнеса семья занималась самостоятельно. Все фото и видеопосты делали с телефона. Между тем, профессиональная рекламная фотосессия помогла значительно увеличить охваты и привлечь новых клиентов. Это очень важная услуга, потому что сейчас вообще контент играет важную роль в продвижении. Все продажи, потому что идут через Instagram, конкретно у нас. И мы очень благодарны Центру «Мой бизнес» и Министерству предпринимательства за такую классную услугу.
Работает над созданием фото или видео целая команда. Это и продюсер, и менеджер, и, конечно же, сам фотограф. При этом проведение съемки не обязательно в студии. При желании специалисты приедут в удобное для вас место. Предприниматель на руки получает готовые фотографии для размещения на маркетплейсах. Понятно, что эти фотографии не предназначены только для того, чтобы публиковать их в определенных каких-то там, на каких-то ресурсах и так далее. Да? Можно использовать для баннерной печати, можно использовать для каталожки, можно использовать в Инстаграм, да, как многие любят делать. Почему? Потому что качество фотографии оно отвечает всем требованиям, которые необходимы для высокого качества, для высокой печати. На данный момент центром принято 404 заявки от предпринимателей и самозанятых на оказание услуги профессиональной съемки. При этом бесплатная фотосессия – это лишь одна мера поддержки из целого комплекса мероприятий. В этом году мы запустили ряд мер поддержки для предпринимателей нашей республики. И можно разделить 3 категории. То есть поддержка самозанятых, предакселерационная программа и акселерация. Со всеми этими комплексными услугами они могут обратиться к нам, мой бизнес. Мы находимся, очно могут прийти, проконсультироваться и сразу на месте подать заявку. Вся информация у нас висит на нашем портале малого и среднего предпринимательства, портал b14.ru. Получателем услуг от центра может стать любой желающий предприниматель или самозанятый. Данный комплекс мер поддержки должны реализовать до конца текущего года. Однако количество квот на каждую услугу строго ограничено. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В Ленске летом открыли цех переработки. С первого дня работы предприятие начало реализовывать хлебную продукцию небольшими партиями. Ну а сегодня, спустя 3 месяца, спрос на хлебобулочные изделия там вырос. Изготавливать приходится теперь в разы больше. Сюжет Светланы Балеевой из Ленска. 800 булок хлеба, 480 булочек и 150 батонов. Именно такой объем хлебобулочной продукции выпускает в день муниципальная пекарня. Работа здесь кипит с раннего утра. В это время начинается замес теста, а уже с обеда пекари приступают к выпечке хлеба. Весь процесс происходит вручную. Хлеб в цехе производится по особому рецепту на сырых дрожжах, которые варят пекари сами. Тесто замешивается жидкое. Хлеб выпекается как большими, так и буханками поменьше. Маленький хлеб 200 булок у нас. То есть маленький 350 граммовый делаем хлеб. Где-то булок по 80 черного и 80 белого. И булочек, наверное, 80 делаем на сыворотке. Основная часть продукции доставляется в детские сады и школы, оставшаяся в фирменный магазин «Батамайский». Сегодня у предприятия большие планы. В конце ноября будет начато производство бутылированной воды и запущен мясной цех. Завезли уже все оборудование на мясной цех, потому что хотим еще делать полуфабрикаты. Это пельмени, котлеты, тефтели, голубцы. Ну, пельмени, естественно, будут с заморозкой, а вот котлеты и тефтели, и там... что прочее, что не надо морозить, мы хотим делать, вечером делать, а утром реализовать через магазин. Ночью охлаждать, чтобы они были охлажденные. Спрос на хлебобулочную продукцию, производимую в муниципальной пекарне, превышает ее производство. Поэтому в планах у предприятия приобретение еще одной пекарни. С ее покупкой появится возможность выйти на более серьезные объемы, ежедневно выпускать более 2000 булок хлеба и расширить ассортимент продукции. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе в этом году планируется завершить работы в 84 многоквартирных домах на общую сумму почти в 580 миллионов рублей. В 9 многоквартирных домах Нерюнгри планируется ремонт, замена, модернизация 18 лифтов, в ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Прежде всего будут закрывать работы, которые привязаны к температуре наружного воздуха. К примеру, заканчивают работы по фундаментам, фасадам и кровлям. Благоустроенный сквер для отдыха и занятия спортом появится в Нюе Ленского района. Наслек принял участие в конкурсе по отбору проектов благоустройства общественных территорий и вошел в список получателей субсидии. Проект уже готов и прошел госэкспертизу. В 2022 году начнется строительство. Сквер появится на пересечении главных улиц села. Это Центральная, Октябрьская и Школьная. Согласно проекту, там появится зона отдыха, уличные тренажеры, спортивная площадка, аллеи с колоннами, на которых будет размещена информация об истории села и столб, который символизирует Якутско-Иркутский тракт. В этом году мы выиграли
конкурс в программе «Городская комфортная среда». Это федеральный бюджет, и мы выиграли 10 миллионов. Для этого, чтобы выиграть, нужно софинансирование с района. И районная администрация выделила 5 миллионов 157 тысяч рублей. И поэтому в конце этого года определится подрядчик. Российский писатель, историк, автор книги «Зимняя дорога» Леонид Юзефович встретился с читателями, писателями республики. Онлайн и офлайн встреча состоялась в Республиканской национальной библиотеке. Слушатели задавали вопросы об истории гражданской войны и вкладе героев республики. Леонид Юзефович писал книгу «Зимняя дорога» на протяжении 20 последних лет. Роман основан на фактах из архивных документов и повествует о малоизвестных эпизодах гражданской войны в стране, описывает героический поход сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию. Поразило то, как близка эта история, потому что здесь же живут потомки тех, кто или воевал, или участвовал в этих событиях. Почему это такая живая, неутихающая, неумирающая история, которая затрагивает каждого жителя Якутии, якутов в особенности? Мне кажется, это связано с тем, что гражданская война совпала с формированием якутской интеллигенции, той якутской интеллигенции, которая составила славу Якутии, славу якутской литературы, славу якутского искусства. Да? Это те имена, без которых Якутия невозможна. Серию музыкальных аудиокниг для слепых и слабовидящих впервые запишут в Якутии. Союз музыкальных деятелей республики совместно с филармонией Якутии выиграли грант президентского фонда культурных инициатив, который называется «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих». Таким образом, к концу 2022 года работы должны завершиться. До мая проведут запись, а потом останутся технические процедуры. Планируется запись симфонического оркестра по произведению Александра Пушкина «Метель», творчество поэтов Серебряного века и музыка того периода, а также писателей Арктики с исполнением музыкальных произведений. Театр оперы и балета открыл новый сезон. На сцене в этот торжественный вечер артисты выступили с балетом «Жизель». Отметим, что новый сезон стал 51-м по счету в истории. Несмотря на то, что сезон официально стартовал сегодня, творческий коллектив театра в текущем месяце уже успел выступить с гастролями в других городах. Так, якутские артисты вышли на сцены театров Казани, Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска. Из премьер нового сезона руководители театра выделили музыкальную сказку «Бременские музыканты». Это будет в январе, и национальную оперу «Нюргун-Батур стремительный», которую представят в мае будущего года. В этом сезоне какое нововведение? Наши спектакли в будние дни начинаются в 18:30. Это мы сделали специально для того, чтобы жители нашего города, которые работают в государственных учреждениях, могли прийти на наши спектакли. И в основном все спектакли будут в пятницы и в воскресенье. Сезон будет насыщенным, ярким. И я думаю, что зрители, которые придут в театр оперы и балета в 51-м театральном сезоне, увидят что-то новое, и впечатления их, я думаю, оправдаются, и они останутся в любом случае с хорошим настроением. Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в Китае, будут продавать только жителям материкового Китая. Их будут продавать зрителям, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Конкретные требования к этим мерам обсуждаются и разрабатываются. Также все атлеты и участники игр, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, по прибытии будут направлены в так называемый «пузырь». Непривитые участники игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Дела спортсменов, которые предоставят обоснованное медицинское освобождение, рассмотрят отдельно. Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Также напомним, что недавние летние Олимпийские игры, которые прошли в Токио, были организованы без зрителей.
Это были итоги дня на канале Якутия-24. Смотрите нас и всегда будьте в курсе.